Для взрослых граждан области в последние годы уже сформировалась полноценная система бесплатного изучения государственного языка. В 2020 году обучением было охвачено 1216 человек. Еще 250 человек благодаря курсам освоили английский язык. В связи с пандемией проходили они в онлайн-формате на 5 интернет-платформах. Кроме того, в области налажена тесная работа с представителями этнокультурных объединений, сформирована эффективная система государственной поддержки языков этносов. В 2020 году в воскресных школах при этнокультурных объединениях осуществлялось обучение государственному и родному языкам. Обучающими курсами охвачено 240 человек. Центр по обучению языкам за ним ведет свою деятельность по 3 направлениям. Первое – это то, о чем говорила, это языковые курсы. Второе – это научное обеспечение учебного процесса. Мы сами разрабатываем, составляем учебники, учебные пособия. За истекший год, например, педагогами нашего центра было написано «Английская грамматика для начинающих», «Вокалум» сборник текстов для чтения для взрослого и 2 электронных учебника по казахскому языку и английскому. Для желающих самостоятельно изучать казахский язык на сайте Телактубе.kz организована система дистанционного обучения. На сегодняшний день количество зарегистрированных на сайте 110 920 человек. В целях научного обеспечения сферы ономастики разработаны и изданы более 30 энциклопедических справочников, методических сборников, атласов. В 2020 году рассмотрено 230 предложений по наименованию и переименованию населенных пунктов. Получено положительное заключение ономастической комиссии при акимате области. В настоящее время языковая ситуация в области стабильная. Более 94% жителей области владеют государственным и русским языками. 27% населения владеет английским языком, 19% – 3 языками – казахским, русским и английским. Уровень применения государственного языка в сферах общественной жизни составляет 79,7%. Ирина Гудь, Сергей Калашников, программа «Факт».